Ассаламу алейкум, Махвай. Добрый день, дорогие друзья. Я вот встретился с моим другом, братом Адамом Ильяновым, который сейчас находится в Грозном. И Адам вот буквально недавно вернулся с хаджа, и он так проникновенно про это рассказывает, что я решил включить камеру. Я думаю, что это люди должны видеть, слышать эмоции человека, который вернулся с хаджа. И я постараюсь почаще показывать людей, которые были в хадже, и спрашивать про их эмоции, спрашивать про то, что они там видели, проходили, каковы были их ощущения. И буду надеяться, что, посмотрев наши будущие, сейчас и будущие эфиры на будущий год, наши и подписчики, и не подписчики, зрители, кто это увидит, ну, скажем так, решит не откладывать это надолго и в следующем году уже сделает все возможное, чтобы поехать в хадж. А сейчас покажу вам Адама. Так, Адам, маршал. Так, для Адама это неожиданность абсолютно. Все умеет удивлять. Да, вот такие вот дела. Адам, DRS Fulham. Сол шеды. Философия Тахогина. Очень дал мулагерга воду. Мухи. Ну, давай на русском, потому что название мы на русском написали для более широкого круга. Какие у тебя ощущения были, когда ты в самые святые места для мусульман попал? Какие ощущения были? Что ты чувствовал, что ты говорил? Что ты просил? Ну, что просил, давай, это будет твоим секретом, да. Ну, какие ощущения были? Что ты чувствуешь? Что чувствует человек, когда туда приходит? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Добрый вечер всем. Баркал Иса за то, что ты умеешь создать такую приятную атмосферу, сделать сюрприз своим друзьям. И я, пользуясь случаем, оказался в эфире. И отвечая на вопрос Исы, хотел бы сказать следующее, что совершение мною хаджа это было для меня, откровенно говоря, подарок от Всевышнего Аллаха, потому что я не ожидал. С подачи моих друзей, с помощью их, я оказался в этом святом для всех мусульман месте. Откровенно говоря, неожиданно для меня прозвучал звонок от моего друга Эльдера, который, сам находясь в Мекке со своей супругой драгоценной, вспомнил обо мне и позвонил, спросил меня, почему я не совершаю хадж и вообще, что я думаю об этом. Для меня это было неожиданностью. Соответственно, я задумался и поставил перед собой цель совершить хадж, потому что, ну, действительно, мне ничего не мешало. Возможность есть, но, как многие, наверное, думают, что потом, попозже, в следующий раз, у меня время еще есть. И я, недолго откладывая, обратился к своим друзьям с просьбой, потому что осталось совсем мало времени, все практически путевки были проданы и скомплектованы, значит, все группы. И по воле Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, с помощью моих друзей Адама, Сейд Ахмада, ДВС Холшан, я оказался в хадже из Чеченской республики, значит, в компании моих земляков, дорогих грозненцев, отправился в путешествие в самую святыню мусульман. Если честно, это обязательное, этот фард, это обязательство, которое мусульманин должен выполнить и как можно раньше. Оказавшись на святой земле, на земле пророка Мухаммада, алейхиссалам, трепет полностью охватывает ваше тело. Более волнительным является, наверное, для меня, в частности, это было, когда ты вступаешь на территорию Аль-Харама, значит, мечети, и каждый шаг, который приближает тебя к Абе, является волнительным. Еще бы.
очень волнительным, потому что даже сам взгляд, который ты направляешь в сторону Каабы, честно говоря, он настолько дорог, настолько он задевает твою душу, не сколько сердце, сколько душу, что кажется, что вот сама душа трепещет в предвкушении вот, взгляда, в предвкушении того, как что ты увидишь эту картину наяву, потому что все взоры мусульман, всех молящихся обращены именно в это место. Поэтому это очень волновало меня в этот момент. И, откровенно говоря, картина очень для впервые оказавшегося человека на этой священной земле очень трогает. И некоторое время заставила оставаться в таком состоянии, когда ты сам себе не принадлежишь. Задумываешься об этом. Многие мысли посещают тебя. Но в первую очередь это благодарность Всевышнего за то, что Он дал тебе возможность совершить хадж и тем самым выполнить одно из обязательств, которое возложено на человека Всевышним Аллахом. Я благодарен Всевышнему и своим друзьям за то, что мне они помогли и просто даже вспомнили и откликнулись на мою просьбу. И хотелось бы сказать, что не откладывайте, друзья, братья и сестры, возможность посетить эту землю. Потому что, поверьте мне, меняется все. В мировоззрении, в отношении к жизни, к людям, к тому, что происходит, то, что окружает. Я думаю, что Иса тоже знает, о чем я говорю, как и многие те, кто посетили. Значит, свежие воспоминания у Исы. Напоминаю, вижу по лицу, что тоже помнишь. Поэтому это обязательное значит, такое событие, которое в жизни каждого должно произойти, иншаллах. Я желаю вам всем зрителям значит, канала, которые смотрят сейчас мое выступление, чтобы вы обязательно, иншаллах, при помощи Всевышнего посетили, не откладывая на следующий день, на завтра, на послезавтра. Дал это больше. Дал şey vasıl boş Allah boş. Ama hatta тик давага ажал умрат чахтахта ялпа болуч. Амин. Рез Хулан. Рез olmasa. Так, и чтоб Адам ажал болуч. Рез бусы болуч. Я буду стараться по возможности вот так вот снимать людей, которые были, недавно побывали, их ощущения, их слова. Так, будем надеяться, что, посмотрев наши видео, как можно больше людей решат, что нельзя это откладывать надолго, что надо сделать все возможное, чтобы туда попасть. Далее, кто будет мастера, Абикюрил, Люстер Валерьевич.